Габдулла Тукай заложил основы национальной литературы и критики, написал сотни стихотворений, десятки публицистических статей, занимался переводом произведений мировой литературы на татарский и русский языки. Автор неофициального гимна татарского народа «Туган-тель». Тукай очень рано осиротел и познал все тяготы жизни без семьи. Подробнее можно узнать в его автобиографической повести «Исемде колганнар». Карим Тинчурин – один из основателей профессионального татарского театра. Автор 27 пьес, поставил свыше 20 спектаклей, в том числе по всем своим пьесам. С 1989-го имя Тинчурина носит Татарский государственный театр драмы и комедии. До актерской и режиссерской деятельности работал посудомойщиком в трактире, лесником, учителем. Накопив деньги, он поступает в медресе Мухаммадия, но в знак протеста бросает его вместе с товарищами. Сагит Рамиев ввел в татарскую поэзию живые интонации разговорной речи, занимался просветительской деятельностью, переживал за будущее татарского народа, перевел на татарский и русский языки произведения русских и европейских классиков. Рамиев помог устроиться Тукаю в жизни. Жизнь то сводила их вместе, то ссорила между собой, заставляя обмениваться язвительными статьями и эпиграммами. Но, несмотря на это, они не переставали с уважением отзываться о творчестве друг друга. Фатих Амирхан резко критиковал старый уклад в татарском обществе, что можно увидеть в его пьесах «Хаят», «Фатхулла Хазрет», в пьесах «Яшляр», «Урталыхта». Своими трудами Амирхан приобщает татар к мировой культуре, моде, современной литературе. Одной из его работ стал эсперанто-татарский словарь. Вся его семья по отцовской линии хазраты при мечетях, которые исповедовали традиционный ислам. Сам же Амирхан отстранился от религии, что привело к разрыву с семьей. Бердмент Закир Рамиев – самый романтичный и загадочный поэт татарской литературы, меценат, публицист. Писал в традициях восточной поэзии. В центре его творчества – несправедливость в обществе. Закир Рамиев и его брат Шакир владели золотыми приисками и были весьма состоятельными людьми. Строили мечети, содержали школы в медресе, обеспечивали учебниками татарских шакирдов и платили за их обучение за рубежом. Гаяз Исхаки. В своих произведениях досоветского и советского периодов он описывал быт, нравы и обычаи татарского народа и борьбу против национального угнетения со стороны царского правительства. Деятель татарского национального движения. В 1903 году Исхаки написал свое самое нашумевшее произведение «Антиутопию» и «Киез Йылдансан Инкырас» про гибель последнего татарина в 2103 году. Главной причиной конца татарской нации автор считает нежелание татар идти в ногу со временем, приобщаться к культуре русского народа. Каюм Насыры, выдающийся ученый-энциклопедист, издал около 40 трудов по художественной литературе, фольклору, филологии, педагогике, математике, астрономии и другим отраслям науки. Творческая, научная деятельность давалась ему очень легко, но личная жизнь у него не сложилась. Джамал Валиди писал о нем: Насыров был человек нервный, жил замкнуто, не любил общаться с людьми. Его жизнь прошла в маленькой квартире, без жены, без детей. Галимджан Ибрагимов – общественный деятель, ученый-лингвист, литературовед, один из зачинателей современной татарской советской литературы. Знаменит такими произведениями, как «Олмашвар», «Тирен Томрлар Одемнер». Имя Ибрагимова присвоено Казанскому институту языка, литературы и истории Академии наук Республики Татарстан. Ибрагимов был настолько образованным, даже жандармы, которые принимали участие в его аресте, называли его интеллигентом. Маджид Гафури – народный поэт Башкирской АССР, классик советской, башкирской и татарской литературы, поэзии, фольклорист, драматург, автор произведений на татарском, башкирском, старотюркском и русском языках. До сих пор идут споры о родословной Гафури. По некоторым источникам он татарин, а по другим – выходец из Башкир. Но без сомнений тот факт, что он очень много сделал для обеих братских народов. Фатхи Бурнаш – поэт-романтик. Широкую известность принесли пьесы Тохир Зухре, Еш Юреклер, Хусейн Мирза. Бурнаш – один из организаторов и первый редактор сатирического журнала «Шаян», был избран в татарский ЦИК. Пьеса Еш Юреклер, написанная Бурнашем в 1918 году и по сей день не сходит со сцен театров. Галиаскар Камал – классик татарской литературы и общественный деятель, один из основоположников татарской драматургии. Его произведения, драмы и комедии считаются вершинами татарской драматургии. В Казани в его честь назван Татарский академический театр. Отец драматурга мечтал, чтобы его дети стали людьми науки и религии, но младший выбрал совершенно иной путь – театр. По той же дорожке пошли его братья и сестры, став выдающимися артистами своего времени.
Мирхайдар Файзи придумал татарский музыкальный театр. Главным его произведением, принесшим наибольшую славу, была музыкальная драма «Голья Бану». Впервые спектакль был сыгран в 1917 году. В этом спектакле Файзи играл женскую роль. В афише он значится под псевдонимом Мирфанская. Средства массовой информации случайно похоронили Файзи в 1922 году. Поэт воспринял это с юмором, написав, что теперь знает, когда он покинет этот мир, о нем, по крайней мере, напишут в газетах.